будем говорить, общей работе парламента. Второе, в соответствии с требованием федерального закона об общих принципах организации законодательной, представительной и исполнительной ветви власти субъектов Российской Федерации, есть требование, что все законы сегодня в субъектах Российской Федерации должны приниматься большинством голосов от количества избранных депутатов. У нас количество избранных депутатов 70. И потому мы должны, исходя из цифры 70, принимать закон. А вы знаете, что сегодня законы принимаются Палатой представителей. И только конституционные законы принимаются Палатой Республики. И в этой связи, конечно, вот это противоречие нам необходимо было устранять. Следующий момент. То, что касается сегодняшней работы, мне как депутату, значит, не нравится то, что мы сегодня рассматриваем протест, только протест прокурора, тем самым нарушаем закон о внесении изменений. Мы должны были в Палате Республики на прошедшей сессии рассматривать, значит, все законопроекты, которые прошли 3 чтения, и в том числе законопроект президента. Более того, я как один из авторов законодательной инициативы выступал за то, чтобы мы сделали бы один консолидированный законопроект, чтобы он имел стройную внутреннюю схему, да, какую-то, значит, структуру, чтобы не так было, чтобы мы налепили все, что можно и невозможно на эту конституцию, чтобы потом он был неузнаваем. Но, к сожалению, это предложение в результате голосования не прошло, и в результате обсуждали только законопроект Палаты представителей по протесту прокурора. На мой взгляд, рассмотрение данного законопроекта не имеет позитивной силы просто в силу того, что 3 мая Верховный суд Республики принял решение о том, что протест прокурора он оправдан, и 60 статей, которые сегодня противоречат федеральному законодательству, значит, признаны недействующими, то есть в настоящий момент мы по сути своей от нашей Конституции имеем, говорить, обложку, да, в основной массе. Но те надежды, которые связывают с тем, что мы подали кассационную жалобу в Верховный суд Российской Федерации, я не питаю каких-либо конкретных оптимистических оценок по поводу того, что они могут что-то принять от нашей кассационной жалобы. И думаю, что на сегодняшний день парламент обязан рассмотреть все законодательные инициативы, которые прошли 3 чтения, и при этом одно из условий этого рассмотрения должно быть то, что мы должны законодательные инициативы рассмотреть в том виде, который он был опубликован в средствах массовой информации, то есть в первичном виде, а не то, что осталось после обсуждения в Палате представителей. Это можно так образно сравнить, что приводим как бы здорового ребенка, заводим в палату, а потом оттуда выходит не совсем здоровый, потому что в Палате представителей тоже есть различные, значит, группы депутатов, которые разделены и по идеологическим соображениям, по некоторым другим. И есть, конечно, очень субъективное мнение относительно всех инициатив, которые исходят от нашего президента. Я считаю, что это не совсем нормально. Я считаю, как депутат, что сегодня парламент должен понять всю ответственность. Я на прошедшей сессии об этом говорил, что перед народом мы ответственны за наши решения. И сегодня многое зависит от того, какой мы конструктивный шаг для себя изберем. В крайнем случае я предлагаю, чтобы мы создали, если парламент не может внести каких-либо изменений, а мы должны вносить изменения 2/3 голосов на совместном заседании, а это очень сложная цифровая задача, что мы можем пойти на то, чтобы созвать конституционное собрание, разработать единый текст новой редакции Конституции Республики Саха-Якутия и вынести на всенародный референдум. Мы такого референдума не проводили. Вы знаете, что в 1992 году, в апреле месяце, значит, Верховным Советом 12-го созыва была принята наша Конституция. Потом были внесены дополнения и изменения в 1994 году, и последние дополнения были внесены 7 июля 2000 года. Что касается вопроса телезрительницы, которая задает вопрос. Конкретно по статье. По статьям, да, это 1, 5 статьи, это очень принципиальные, которые касаются суверенитета и вопросов собственности. Я считаю, что на сегодняшний день существует правовая система Российской Федерации. Мы эту правовую систему, включая Конституцию и законодательство, уважаем. Но в то же время в Конституции Российской Федерации прописано, что
субъекты Российской Федерации, в том числе республики, имеют конституции, а края области имеют свой устав и имеют свое законодательство. И надо полагать, что конституции и уставы не могут быть идентичны, ведь мы это проходили в годы советской власти, но если даже брать Конституцию СССР 1977 года, а потом Конституцию РСФСР 1978, Конституцию СССР 1978, они были буква в букву переписаны, то есть мы не видели каких-либо смысловых различий, но это унифицировало в целом всех нас. А на самом деле мы федерация, причем асимметричная, то есть разные субъекты, разные территориальные, значит, разные климатические условия, и потому я считаю, что Конституция Республики именно призвана учитывать эту специфику. И во многом сегодня в Республике Саха-Якутия зависит от того, как правильно мы будем использовать те природные ресурсы, которые мы имеем. Мы живем в очень экстремальных условиях, а если мы все приведем в соответствие и как бы поднимем руки вверх, и скажем, давайте, вот Российская Федерация есть, и, значит, Республика Саха-Якутия, это субъект, вот мы будем сидеть и ждать, когда будет у нас тепло, когда у нас будет завоз, когда у нас будут деньги, то я думаю, от этого Россия не станет сильнее. Я думаю, что мы должны следовать формуле «сильные регионы и сильная Россия». Вот это главный принцип федеративного государства. И просят объяснить суть законопроекта президента, внесенного на обсуждение депутатов, и почему депутаты не стали рассматривать его. Значит, тут несколько мотиваций. Первая мотивация, что законодательная инициатива президента затрагивает очень много статей. И потому вот депутаты Палаты Республики, это люди как бы все занятые, и чтобы обсудить все статьи, будет не хватать времени, что мы будем месяцами сидеть. На самом деле, комиссия по конституционной реформе, возглавляемая Червом Иваном Даниловичем, должна работать. Если мы включены в эту комиссию, то мы должны работать, если надо, как говорится, целыми днями, а если потребуется, то и вечерами. Но вопрос настолько принципиальный, что оставлять республики без конституции мы не имеем никакого права. И я совершенно не согласен с той оценкой, которую дали сегодня итогам прошедшей сессии, что мы, дескать, значит, по протесту прокурора вместо 13 статей в Палате представителей мы рассмотрели 33 статьи. Но насколько это позитивно, вот это вопрос уже второй. Поэтому я считаю, что мы не должны умиротворяться или в данном случае делать вид, что мы именно следуем только федеральному законодательству. Это неверно. Мы должны в данном случае защищать интересы Республики Саха-Якутия и по наиболее принципиальным позициям. Александр Николаевич, у нас звонок в студию. Ой. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Александр Николаевич, ко мне ютубе рахмарел. Баус. Шадырым даймен тазараскайттан. Шадырым даймен тазараскайттан. Ага. Биге республикага дикке аттак. Саха ванна Якутия диен. Ити Якутия диен того улан биран авистаппети биге халык таламы республикага бияга атам Россия давана атымда ирге икке аттак республика хуак. Өйдәтем, вот эти энейтыккар хоруйдур була каманнык урут бихи Якутская АССР денеті бит, онтон Саха-Якутская АССР ден бол буппыт, онтон бүтегер Республика Саха-Якутия ден. Итенне бастакы мамина ден болар это бу Якутия ден тылы бихи кайдақта мәні ламбарағар кықпыт соқ, тоғади таққа қолуыр Темирда суылынан кәлер товардар быт, продукциялар быт, уыннан да кәлер продукция быт, барыта Якутия ден тылдарда. Оны емеске хуан орын астақы Республика Саха ден бұқанна барын жон этергедлі билбәттер, это технический да вопрос болын сен. Икейнен болағына президент проегар хурулла әлдер это Республика Саха и Якутия это понятие равнозначные ден. Олеветер президент проегар бу Республика Саха-дене без Якутии туганарга, онтон Якутия ден холовур отдельно туганарга ден. Холовур бигете видите Российская Федерация Россия. Это равнозначные понятия. Олкурдук Республика Саха и отдельно Якутия это равнозначные понятия. Он холовур этер вопрос коренне президент проегар эпет бар это ден, это епен багараб.
Надежда из Покровска спрашивает, как вы объясните свое отсутствие на 19-й сессии? Пресса обвинила так называемых пропрезидентских депутатов в преднамеренном срыве работы сессии. И почему депутаты, умные люди, доводят ситуацию до скандала? Ведь от этого страдает имидж всей республики президента, и мы становимся посмешищем для центра и других регионов. Ну, я думаю, что вопрос совершенно справедливый, и люди, избиратели следят, как проходят сессии. Со своей стороны я хочу доложить всем моим избирателям, что на протяжении всех сессий, которые прошли, было 18 сессий, я принимал участие во всех сессиях и ни разу не пропускал. А на прошедшей сессии, значит, было такое, значит, что чисто по человеческой причине я заболел. Обычно бывает так, что многие простудные заболевания я как бы переношу на ногах, невзирая ни на какие, вот, может быть, температурные явления и так далее. Но бывают такие вирусы, которые довольно тяжело, так сказать, переносимы. И действительно, на самом деле, было признано врачами, что я в данном случае не могу принимать участие в работе сессии, и действительно я находился на больничном и действительно лечился в стационарной обстановке. Но я надеюсь, что на этом мое здоровье не подорвано. В принципе, значит, именно это пришлось на время работы сессии, о чем я сам лично переживаю. Я думаю, что в последующем такие возможности вряд ли будут, потому что надо, видимо, следить за здоровьем вовремя. Если человек простыл, то должен хотя бы денек пролечиться. А что касается, значит, позиций тех или иных депутатов, которые выходили или заходили, то здесь тоже есть различного рода объективные причины. Вы знаете, что сильнейший паводок и, допустим, депутаты от Тампонского улуса Протопопов или депутат от Алекминского улуса Иванов, они поехали в свои округа, и было даже сделано предложение, что в связи с паводком перенести работу сессии на более другие сроки. Что я считаю приемлемым вариантом, потому что ничего такого, которое бы горело, чтобы только именно на этой сессии, посчитывая каждый голос, значит, да, каждый раз испытывая проблемы с кворумом, именно тянуть. И думаю, что в данной ситуации вообще чего-либо позитивного, если сказать об итогах сессии, я не могу. Я сказал об этом выше, о том, что те, значит, изменения, дополнения по протесту прокурора, они не имеют никакой силы, потому что есть решение Верховного суда, и не надо было это повторять, потому что сам прокурор республики удовлетворен, что его иск рассмотрен в суде и по нему вынесено решение. Зачем нам надо было повторяться, потому что это нам ничего не дает. Я еще раз повторяю, единственный выход сегодня разработать единый текст Конституции и его принять. Иначе другого выхода я не вижу. У нас еще один звонок в студию. Алло! О, положили трубку. И Александр Николаевич Сахалы вопрос таркидлер. Солдатов Николай Егорович Титебеттен маннык денетер. Саха Республикатын Конституциятын бастакы стадайытын маннык редакциялар хайдагы ден. Народ бәйтин бұрабығыр олығырын демократияны оны сокону үрдіктік тұтан Россия составын ихинен суверенный республика, государство ден тылынығыр республика ден тылы келдерер. Оттатини мен ханық бар народ қолауыр бәйтін санатын терете олус үшігей Николай Егорович бәйті бағылықта кейбітінен нейленені талты әлдер кейбітінен санатын әтереме сөптіқ тиянывын. Жегінен бұл государство ден тыл бейеқа тұттылары сөптіқ, тоғыде таққа Российская Федерация Конституциятын бәйіз статьетіға құрылы әлдер республика скопқа болы государство ден. Onun iti вопроска бейі қолауыр государство болар бұтын өссі төгіл бегерге тектәқпін дейханывын. Мен ханық бар бейі федерация, федеративный государство болар бұтын асимметричный федерация болар бұт. Ола бетер республика статуға край, онны область статуттан атын, онны ураты, ортук күйістәқ статустақ дейханывын. Онна бұл 6 статьяға республикаға төрәбіт 10 сылттан итағаға соқ барбаққа кәлбәкке олар бұд, отут 5 сағыттан егері соқ ден. Етеннек редакциялығы ден. Отто бейеға бүйімі конституция өте құрылы әлдер, қолауыр президентге кандидат
сахареге төрөбүт гражданин болуктак ден. Ол ветератын Сергей Болбак именно хакареге төрөбүт ки болуктак. Оны түрдөнүттен эдере ху, onun altığından kırcağa hu. Onun tinne min beğen pozisiyam diyem bolar. Kolor min beğen proyekt parkellerin turabın otup biyetten edere hu. Onna üyettüver tuğtağın itine ограничения урор сыга демин. Манна min etiyemete bu Российская Федерация хокуна бар об основных гарантиях избирательных прав граждан ден. Онно субъекттар бағылықтара отутуттан итеғауы хастақ болуқтақ ден. Онна üyettüver emet уқта қачықтағын суық. Onu jeginen bilin kolobur üyehtin kaçaktağını federalne sokonunlar buldaka behi konституция итинне федеральный сокону тарар. Он бу государственный тыл тугунан Саха Республикатын государственный тылларынан саха тыла оннан учча тыла ден қалларар надалах ден этилях. Николай Егорович на самый хөпкетер колобур беги президент Сахарин президента Сахалытыл билбет болланы мен ханы паркени толору республика президента болауын ден сананаркы агух. Onu kolor itinde otarsar jomballar, kolor nüçe tılı biler bollada söptök diyen, atыныgar kolor tıl başıptar bar bollaktan kendiler keniye katıl bastan bir yektir edin. Onu men bir kanlıgar ulakan tövrük uskul bulbuta. Onun nek вопрос вескавитигер маннык кен эппетем колорча беги итенник диен этер боллакпа сака херигер колор республика президента тыл башытта хыллар кыктак ди болуп тутна. Бүгүн Россия колор эме демократическое государство боларын быйтынан кем багар келен президент болун сен onu kolor nüçe tılın bilere meye behetne o kolor Bill Clinton bilin kaydak tuğda genera ki kata kelen Россия президенті болуппун багарабын ден этенсин onu kolor английский тыл андай тута тылынан биллерлер. Мировой язык общения. Он колор английский язык общетем, но ропын гытанути переводчиктарын перевод токтора ден. Онук ситуация кайдак бейылна вот. Он все-таки республика он республика президента сахалы тылы билехтер тем ба. Мен санам. И далее продолжаем вопросы по работе Ильтумена. Следующий вопрос такой. В Ильтумене существуют группировки, стоящие в оппозиции президенту. Они руководствуются в своих действиях не интересами избирателей, а личными амбициями. Что вы, как народный депутат, делаете для того, чтобы привести их к консенсусу? Ведь если в декабре президентом изберут не Николаева, главой республики будет далеко не местный господин. Неужели оппозиционеры не понимают этого? Ну, я думаю, что вопрос уместный, и в данном случае я, как депутат, вообще исходил из того, что мы должны работать в интересах всего населения и наших избирателей. И вы, наверное, помните, что я выступал на декабрьской сессии прошлого года, когда мы ставили вопрос по спикеру парламента, по спикеру Палаты Республики, и там в качестве того, что мы обвиняли Василия Васильевича Филиппова в том, что у нас неоднократно нарушается регламент, что у нас носятся те вопросы, которые не запланированы, или у нас все время исключаются те вопросы, которые мы по закону должны рассматривать. Возьмем ту же проблему ведения местного самоуправления. Об этом инициатива президента была еще с 1999 года, но мы в июле 2000 года без всяких оснований вернули этот проект обратно, не рассмотрев данный законопроект. Если бы мы тогда рассмотрели, один из ключевых противостояний с федеральным законодательством был бы исключен. И сегодня улусы, наверное, бы жили со своим бюджетом, и улусы имели бы свое право устанавливать местные налоги. К сожалению, сегодня местные органы государственной власти не имеют полномочий утверждать бюджет улуса и города, и потому они все живут по смете и устанавливать местные налоги. И это, конечно, очень сильно сказывает на позиции парламента и в целом то, что как идет и развивается местное самоуправление. Второе, я хочу сказать о том, что вообще в парламенте расхождение очень большое, и это связано, безусловно, с предстоящими выборами президента республики. И я думаю, что в данном случае оппозиция, будь то коммунисты или другие, будем говорить, соискатели
значит, президентских выборов, будущие кандидаты, они, конечно, преследуют определенные цели для того, чтобы не был участником этого предвыборного процесса ныне действующий президент. Но я считаю, что это ошибочно, потому что каждый человек может участвовать на президентских выборах, если его выдвигают люди, если его выдвигают избиратели. И потому искусственно создавать положение, что якобы ныне действующий президент не имеет права баллотироваться на третий срок, они неосновательны. Второе, эти люди, которые сегодня создают атмосферу в парламенте, что любая инициатива, исходящая, будь то с правительства или от президента, блокируется. И это очень нехорошо. Вот возьмем ту же структуру правительства, которую мы отбросили, возьмем те же дополнения, изменения бюджета республики, мы ее тоже без рассмотрения оставили. То, что мы каждый раз оттягиваем рассмотрение вопросов по разным вопросам, я думаю, что это нас не красит. И потому замечания наших избирателей, они совершенно справедливые. И я, выступая и на сессии, и недавно в телевизионном выступлении, обращался к своим коллегам, что мы должны в этот сложный момент, исторический момент, именно прийти к консенсусу и быть более сплоченными. Потому что далее уже начинается следующий этап, когда эти кандидаты в президенты будут уже бороться между собой. И это будет очень некрасивая борьба. У нас еще один звонок. Алло. Алло. Да-да, говорите. Александр Николаевич, Да, к вам с вопросом Альбина Ивановна Артюшкина из редакции. очень приятно. Нынче для России вообще небывалый урожайный год, да, за счет повышения мировых цен на нефть и энергоресурсы российская экономика обогатилась доходами в 50 миллиардов долларов. И в такой ситуации Путин, на мой взгляд, проводит по отношению к нам в последнее время недружелюбно такую ревизионистскую политику, да. Сегодня мы имеем проблемы не только с Конституцией, но и с угрозой, с налогами. Вот ваша оценка сегодняшней ситуации, пожалуйста. Спасибо за вопрос. Значит, конечно, сегодня граждане республики обеспокоены, причем обеспокоены не на шутку. Я хочу сказать о том, что мы претерпели очень сильный паводок, который не случался за последние 100 лет. И, конечно, в этой обстановке мы ждали помощи от федерального центра, и то, что приезжал Владимир Владимирович Путин, это, я думаю, что достойный шаг. Но с другой стороны, я в последнее время оцениваю, что помимо водного паводка у нас начинается информационный паводок, когда средства массовой информации центральные во всем видят какую-то крамолу, во всем видят результаты суверенитета или бездействия местных властей. Я считаю, что такая оценка, она тенденциозная. Во-первых, президент Российской Федерации оценил действия властей, в том числе республиканских, как удовлетворительно, потому что он приезжал, знакомился с хронометражем, какие были меры предприняты. Вы знаете, что вообще паводок прогнозировался, проходили большие учения. Второе, то, что во время паводка присутствовал сам министр по чрезвычайным ситуациям нашей страны Сергей Кужугетович Шойгу, и то, что он был и сам видел своими глазами, говорит о том, что министр такого могущественного министерства был и сам своими глазами видел, что против стихии бороться просто так невозможно. Стихия есть стихия. А что касается обвинений президента, где был президент Республики Саха-Якутия, я могу определенно сказать, и это официально известно, что он работал в Совете Федерации, что он участвовал в разработке, значит, подготовке заседаний Госсовета по жилищно-коммунальной реформе, то есть занимался очень важными проблемами. И в то же время, находясь в Москве, он непосредственно связывался с российским правительством. И с первых дней внимания российского правительства это тоже говорит о том, что президент не бездействовал. И предпринимаемые меры, в том числе указ о чрезвычайном положении, говорит о том, что президент в курсе дела. И во-вторых, нет региона, в котором был паводок и не был наш президент в эти дни. Поэтому я хочу обратить ваше внимание на обращение президента, которое прозвучало по радио в пятницу и в субботу, и было опубликовано в субботу в Саха-Сирия газете и опубликовано во вторник в газете Якутия. И там говорится о тех мерах, которые предпринимались, и я очень прошу своих земляков поддержать данное обращение президента. И в данный сложный момент мы должны быть сплоченнее, консолидированнее, действительно действовать в интересах Республики Саха-Якутия. У нас звонок в студию. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Николаевич.
Bildim. Alexander Nikolaevich en Hamas patriotdan bolagun bari bilet. Menen Hamas patriotdan bolagun urukku seviyeske kenlerge komünistler birliğinde havalastırı ürün harapıdı böyle öldürbekte o bu ilaşıklardan yavrusetlerden bağlamalarından delilinden cahitler bıktıra. Süverilecek sınırları var. Doğu sınıfta birlikten havalastırdan bir tane ki halayaki bir premier tanınan büyük bilimlenmede. Kıra tanınan istediri ondan sonra bu yaşçıları patakla. Ottan sizlerden uyudağın uçaların bir bölüm namazdır yasanıydın en kadarıyla proska tohcan sınavlar dağılıyor. Söp ыйытыккын өйдөтүм чакчы кадровой политикага кас билди ки бәтин кыганын такыктак манна сөптөх объективный условия бар булуктак. Мен санык паротто манна именно улус кейте ол улус кейтер такыктак дени мен колобур утарабын объективно Жон бәтин кыганын таккара ол сөптөх болу дияныбын. Иккенен отто бәбит улус путсалтатыгар арас орюнтан жон келен үлелилер эте партийный временлык бола элдебута. Олганан баран бары куханны гүлләбиттер диен этер кыгам суох мен колор Александр Михайлович Ягнышов куханна хуктук манна Зоева Сиднершитникованы гытта 10 сыл бирге улус көктөктү гүлләбиттер диен сыналыбын. Онтон инникет түгер колор биһиге үчөйдик салынан лоруктун багары буллак битне эдери чаппытын гыттөлелек такпет жигинен бияка эдери чаппытыгар кухагана хук жоннор барлар. Онон колобур киндер бәләрен үлелерин именно алын сүйөктен сагалыларына да бәләрен улустарыттан онтон республика тагымыгар онтон мен ханы якпар салаяр дүле атакканы яктыр этеген ханыбын. Бүгүнкү бремато каңала сулууттан салаяр уйдага үлелелер жоннор битсен баллар колор олох бесок бутир кыамсух колор ФСБ дагылаячыта налоговой полиция дагылаячыта брат Анастатовтар бейжом мутын ВК Саха Ноев Афанасий Иванович Бейкевит Саха Херин кагыт редактора Кирилл Васильевич Бейкевит билин колор Сидоров Сергей Петровичтен олус үшүгөй үйненер кевит Якутнефтепродукт предприятия генеральный директорунун үлелилер ол курдук беги улустан үлели ханныгылар улаттар баллар. Онотто билеген каңалас обществонан бехебәбит улус бутуар төһөкө ярбытнаме көмөлөһа тыбыт онотто бу кадровой уллага келен биремега Вячеслав Петрович Алексеев кадровое управление кирен үлелигиллер онун мен санык бар бу эн критическое замечание кенеме истере болу онотто инникөттүгөр этнеме учуттан колор сөптөх кыктак жон бар булану биремете көрөммүт бехи үнерихтак битяны онун ити эн этер идеяң сөптө колор жеңинен каңала сулууттан такыбы жоннор уртуруккаттан республиканы салай быттарас республика наруота бир боларгар элбакалаттарын келлер биттер тыгын таркатта сагалан онун мен ханык бар инники дөттүгөр каңаластан такыбы жоннор сенилелектер дияны. Следующий звонок. Алло, говорите. Bu Topolskaya Krivosap Pilyenme. Alexander Nikolaevich Tarıgınov. Жаре. Эти президенты когда те богато тогда президент шептия ходила тагатти кайттай кийгелден сааттан айыптан юлактаган бүзөтлөр бу септи ескеле турган мәлтүр яна атыда кактан кирен барар аны историяда көбөт булы Ленин Сталин Khrushchev Черненко Брежнев деп мөлтәбиттер булдакта эти есеңин заган уллакка онан эти проколы олаңыт кырджы кийини daha sosfaydur sanane etagati dieni tarıgına. Söp öydötüm. Ыйтың ихин мактал вообще бу маннык агас капсити улуснада жон бәтин санатын этере сөптөк дияныбын. Оттон мен бир бәм толкуйдур бунан бу үйәңге саһанан качактан тогусук булуктагы диен. Манна Джон Серге бывардачылар бәләр бахарыктактар. Бу кей төһөкрыйда ден, бу кей физическое состояние тахайдагы уну колобы кыржыбыт тиһана тақытны утары куластыкытын символлагы. Олгынан баран кеһи барата бирге кыржыбат, хорок кей эрде кыржар, хорок кей өрхөлләр.
Ол курдук коловур кеһи сетер арас. Сака кейте мен ханык бар коют соғыс сетер. Үйінде сутута, оннатта келин ухун соғыстук активнаһын сохраняйдан үлейир хамны диханыбын. Отто атын омуктарылан көрөр буллаккатто коловур ите американистардылан көрүн Рональд Рейган кассагар президент болбутай. Это он таккан баран кини президент болбута, онны куганы хоқтугуллябете Миттераны далан көрүн кинеме саста хоус эте колу далан көрүн онун олох эдерере ки халайык тактине тербитеме сыя бул. Олганан баран мен колор бэм проект бар түрдөңө ден саста качактан болбула, оны ме эдерситен бербитин колор отуп биеттен ден. Колор эдер жону ме колор түрдөңө дылыян бутун эте бухаликтен эдеремситере ме сыя дияны. Тоди таккам эдеричат бетеме туре шанстак булуктак кини эддеттен эппетте олага белем булуктак. Ото беги үйөт түгөр эти сага качактамыт 6-10 саастафе уже президент болар кыга уактен конституция бутыгар сури буппут онтугобут ага хаста жоммутур бартыгар жер. Холовур государственная служба хилдер жонго бартыгар 6-10 саан толлады бу уже отработанный материал, буки уже пенсияра барыктактен сыналыбыт. Иннегенан беги опыттан жоннор бутун бу активный сфераттан тура каябыт. Эти сыга дияныбын коловур опыттан жондар эмен адалар. Онун сплав опыта и молодости те сөптөх политика болута. Ону боллана именно кеги коловур бу кеги быварга кыттар үхү срокка кирер боллада обязательно кыярден болбата коловур ону бывардачы бәті сыналыкта. Олихин отты быварытылар булла. Олихин демократический принцип бар. Онно мен ахара качактаан барын утарабын бирбейм. Наверное, в нашей республике сейчас самая животрепещущая тема – это последствия паводка. И вот такой вопрос Петрова из Покровска спрашивает. По вашему мнению, каковы последствия паводка? То есть оцененная сумма. 9 миллиардов или 5 миллиардов, как преподносят российские СМИ? Данный вопрос, конечно, обсуждался. Первичная оценка была ущерба 2 миллиарда, вы знаете, потом выросла до 4, потом до 7. И когда президент Путин приезжал в Ленск, он говорил о том, что цифры должны быть объективные. И для этого работала специальная экспертная группа правительства Российской Федерации и работала группа в правительстве Республики Саха-Якутия во главе с нашим президентом. И я считаю, что президент совершенно прав, когда он говорил о том, что паводок у нас случился не только в Ленске, но и в других улусах. Вы знаете, что вот очень сильный паводок был и в Тампонском улусе, и в Усялданском улусе, и в Татинском улусе, и в Хангаласском, и в Намском улусе. Поэтому мы должны смотреть интересы всех регионов, потому что паводок есть паводок, он не смотрит, живем мы в городе или в деревне. Поэтому, конечно, сумма ущерба довольно солидная. И сегодня я знаю, что состоялось вчера совещание у президента Российской Федерации, и там обозначена сумма 5,8 миллиардов рублей. И произошло распределение следующим образом, что 900 миллионов рублей это будет федеральный бюджет, берет на себя нагрузку по строительству жилых домов в Ленске. Кроме этого, 1,5 миллиарда рублей это Республика Саха-Якутия. 2 миллиарда рублей это компания «Алроса» и 1,4 миллиарда рублей это предприятия организации Республики Саха-Якутия. Ну, что касается федерального республиканского бюджета, я это могу понять, а когда мы говорим, «Алроса» должна или обязана 2 миллиарда рублей заплатить, все-таки это закрытое акционерное общество, это компетенция годового собрания или общего собрания компании. Так, второе, то, что на предприятии Республики Саха-Якутия навешивается очень серьезная сумма, 1,4 миллиарда, то я не считаю, что это не совсем реальная сумма. Поэтому я бы счел необходимым сказать о том, что, конечно, в связи с принятием такого решения будут корректировки и в республиканском бюджете на 2001 год и, конечно же, инвестиционном бюджете. И это говорит о том, что мы должны подтянуть ремни, как говорится, времена будут очень сложные. И второй момент, что сегодня очень серьезная ситуация у нас в компании «Алроса». Вы знаете, что есть претензии федерального центра относительно первое процентного соотношения участников закрытого акционерного общества. Вы знаете, что сегодня проценты распределяются следующим образом: 32% правительства Республики Саха-Якутия, 32% правительства Российской Федерации, 5% фонд военнослужащих, 23% трудовой коллектив, 8% это
алмазной провинции, то есть улусы, которые входят в состав значит, алмазодобывающей компании. И сегодня федеральный центр настаивает на том, чтобы было прежнее соотношение по указу президента по 35% у правительства, исключить алмазные провинции и увеличить долю компании. В данном случае речь идет о том, чтобы захватить контрольный пакет акций. В таком случае в наблюдательном совете количество представителей федерального центра будет больше, и они могут диктовать свою позицию. А в компетенции наблюдательного совета компании «Алроса» находится вопрос президента, назначения президента или избрания президента компании. Это очень вопрос серьезный. Второе. То, что касается собственности, которую мы арендуем, мы же говорим о собственности республики, и компания «Алроса» у нас арендует. И за счет арендных платежей мы получаем очень большую долю республиканского бюджета. Сегодня речь идет о том, что собственность – это бывшая собственность НПО, научно-производственное объединение, значит, Якут-Алмаз. Якут-Алмаз, что это было союзное ведомство, и они делают вывод, что это должна быть федеральная собственность. В таком случае, конечно, расклад сил для Республики Саха-Якутия будет очень ущербным, и в результате я могу предсказать, что у нас будет крах с бюджетом, и этого ни в коем случае нельзя допускать, и я думаю, что мы в Республике Саха-Якутия должны трезво оценивать, что компания «Алроса» является единственной бюджетообразующей отраслью. И в этой связи, конечно, возникает и второй вопрос, это вопросы тендера Талаканского месторождения, что мы должны Александр развивать нефтегазовую отрасль. Извините, я вас прерву, у нас звонок, и после этого мы продолжим. Алло? Алло? Да-да-да? Говорите? Здравствуйте. Александр Николаевич, Да, слушаем. у меня вопрос к вам будет, да? Ну, это избиратель Тимофеева. Ну, мы знаем вас как патриота области, и хотела спросить, как вы относитесь к идее о переименовании города Покровск, и насколько это назрела эта идея? Спасибо. Ну, вопрос переименования Покровска, ну, действительно, этот вопрос вставал, и были разные варианты. Но думаю, что это вопрос компетенции непосредственно улусного собрания и администрации улуса. Я думаю, что вопрос требует обсуждения, причем публичного обсуждения, чтобы все жители города Покровска могли участвовать, значит, в этом диалоге, и каждый бы выражал свои мысли. Конечно, Покровск имеется в виду, может быть, имеет какой-то оттенок. Мы знаем, какие события происходили, но думаю, что исторически мы как-то и привыкли к этому названию, поэтому как-то особо и не обращаем внимания. Может быть, сегодня не тот момент, чтобы мы заостряли свое внимание на таких моментах, а больше, наверное, мы должны думать о судьбе республики, об общей судьбе всех народов Республики Саха-Якутия в этот судьбоносный час. Следующий вопрос. Алло? Алло, говорите? Алло, Да-да? Оточетан тоқтығы телефонны бұд, бұл ресумардағы выбордашчылары кітті Александр Николаевич қаған көрсігі ағай. Кені екі жепіңі қастыды кәлем барлы, тұмбы қоточет түгереген кірәдеревілерге høйтелік. Отто тине мен замечание куддыгылнабын, онон отто бывардачыларым гытта биреме тер көссө атыбын. Конечно, бары нехилектерге кыян хыллыбаппын. Олгынан баран мен арарачым хоқ, кыра улахан нехилектен қолуртойын дарыга, чорчаранга да хыллячыбын. Онон то коточуларга да тие хыллем дияныбын. Оны то тем более билеген бу қалан утун кенттен эме эмсегаләһеннер да баллар. Онон қолур бу қалан утун түмөгенен эмсегаләбит бәбит улус бутуар бар жоммутуар сергебит кереме көмөлө хөктәкбит. Биһиге қолуыр мен бір бәйім бұл хасын улақан манна телемарафон болуқтақ, бавадық попруғығар, оны мен бәйім көмілігір саналақпын. Так, Захарова из Покровска спрашивает, каких взглядов вы придерживаетесь по отношению к проекту закона о государственной поддержке Талакана и как оцениваете результаты прошедшего тендера? Ну, вы знаете, что прошедший тендер выиграла компания «Саханефтегаз», и в то же время многих смущает размер бонуса, который определен $501 миллион США. И здесь, конечно, позиция должна быть очень значимой и глубоко продуманной.
Почему? Потому что, во-первых, я считаю, что то, что победила компания «Саханефтегаз», это победа для республики, потому что мы должны принимать участие в освоении Талаканского месторождения. Это месторождение действительно очень хорошо проработано, разведано, и интерес к нему со стороны российских компаний был очень сильным. И то, что сегодня произошло, так сказать, слияние интересов компании «Саханефтегаз» и ЮКОС, это в какой-то мере закономерно, потому что у компании «Саханефтегаз» нет каких-либо серьезных денег для того, чтобы влаживаться в этот проект. Во-вторых, мы должны принимать во внимание, что Талаканское месторождение имеет перспективу быть экспортным, потому что очень заинтересован в энергоресурсах Китай, и в этой связи компания ЮКОС определен правительством Российской Федерации как главный, основной поставщик по вопросам взаимоотношений с Китаем. Поэтому здесь мы называем ЮКОС стратегическим партнером. Но с другой стороны, конечно, есть мнение, что мы в данном случае можем проиграть. Но здесь надо исходить из того, что данное месторождение требует огромных вложений. Я еще раз повторяю, что Саханефтегаз не имеет таких финансовых ресурсов. А для того, чтобы осваивать то, что произошел такой союз, ну, я думаю, может, в этом нет особо ничего плохого, потому что мы будем соучастниками. Другой вопрос, как будет размер бонуса оплачиваться. Мы знаем, что достигнута договоренность, что 200 миллионов долларов, которые мы должны перечислить в федеральный бюджет, берет на себя компания ЮКОС, значит, берет за оплату, а 300 миллионов долларов Саханефтегаз и вместе с правительством они внесли законопроект о государственной поддержке Талакана, где должна быть реструктуризация на 10 лет, то есть по 30 миллионов долларов в год. То это говорит о том, что мы как бы будем заниматься реинвестированием. Другой вопрос, как будут гарантироваться эти средства, ведь эти средства не с воздуха попадают, а и должны быть гарантии. Здесь проблема с гарантией то, что мы должны отдавать залог все активы, не только Саханефтегаза, но и Якутгазпрома, Ленэнефтегаза. И этот вопрос мы должны продумать и решить с помощью экспертов. И сегодня вот на сессии Улусного собрания я советовался с депутатами, и было много предложений, в том числе главы Улуса, что вообще необходимо образовать экспертную комиссию с участием и депутатов, и специалистов, экономистов, значит, специалистов по нефти и газу, для того, чтобы определить объективную оценку. И причем при решении этого вопроса в Палате Республики необходимо 2/3 голосов. И поэтому вопрос кворума и позиции каждого депутата будет зависеть очень многое. Поэтому я приезжал сюда, сегодня участвовал в сессии Улусного собрания для того, чтобы выверять свои позиции с тем, что сегодня мои земляки имеют на сей счет свое мнение. У нас следующий звонок. Алло. Алло, Да-да. алло. Да-да-да, говорите. Так, вопрос, Александр Николаевич. Так, сатутатову туймадака яка протадяхнат тегун. Туймадака яка деньги выброшен на ветер дерна для хадава мишвей статья такая-то. Она президенттен Аджахадар бақсуғала жанна бірілі біттер сүйіс отутту миллионы тие уанна тимела оқ сүтан қалбыттар. Ол қачылар болдағына тоқты туаты оқ сүтан қалбыттар. Некінені бұрыйданна да оқты уанна әне юрискі бұлттан тоқ әтілдақыны. Иккес бақ бұрыстыр етавын. Президент Николаев Улускирен мин фанаврақтанға қалар боландақ болақ, тұра-тұрақтанға скола тұттырар, тұра-тұраға тағылетескі лиссе тұттырар, кімтен камылдақын тұттырар, маннар үйенкіне тұттырбаққа. Тақтамы оқтанға тұттырар, манна қолдастырны кім олған тұрардан да оқты. Все, пойдет. Бастака итыкар хоридур буллакка эти деньги выброшены на ветер, ден валютный ресурсалар туганыларын тугунан, коловор итинне саха мебельга, кош комбинатка, птицефабрикага, ылылыбыт оборудование сите тахыллыбакка, таңыллыбакка, үля килбакка, бу качы сепке туганыллыбатак ден вопрос вескебете. Эти бар вопрос, эти вопрос контрольный комитетка көрүлүбүтэ, илтимен контрольный комитетигар, онна билигин итинне правительственная комиссия үлелихиллер, кеннер бир егинен бу контрольная комиссия эппит замечанияларгар вопростагар эппит тектактер.
бу туох причиненен маннык оборудование келен баран сите үлега тахарылыбакка үлелебекке бу катчы каллаңын көттө деген. Онун ити вопроска ол комиссия үлетин кенттен мен танык бар официальный опубликование бар булуга контрольный комитет быгарытат илтимен кайыкка таккан турар. Икки сыйытык каретер буллакка бу президент өктөмгө көмөлөр элбектен ото билерги курдук өктөмгө тыйхастырын академиятын филиалы арылды бута. Урукку базата болла уруккунан ыспутур базатыгар олор бута, но ото дүгөрөк ката боларым быгытнан онна эби объекттер тутуллары мен санабар сөптөк дияныбын. Иккинен буллан онно физико-математический форум ден ите Министерство образования кулур республикаттан бартыттан способный оголор келенлеринне кытталларга реме сөптөк базаны терияһиллер. Отто президент, конечно, беге каңала сулуугар көмөлөһөрө элбэх мен ханык бар сорок моментнарга ахар элбэхте беге улуска келер онна сырыт элбэх онотто иккеттен өйдөханада бириттен кеһи үрөктәк бу беге улус бутор болгом толакан ден икенен була беге бәбит президент көмөтүн эме сөпкөйдүктәк бит колор кыджык мен бир бәм депутат боларын быгытнан сорок моментнарга ырахан балагыня кирен колор инвестиционный бюджет ин көрөллөр береметер мәҗетен сырай карагайны товар булачы бу каңла сулуугары үп катчы берелдер ден колор 2000 жылга инвестиционный бюджетка беге кәчек бит олуслахан эте. Анын, конечно, тенне улуска үп катчы элбе колор стадионда тутулуута, манна Покровскайга спортзалда тутулуута. Onun kolawur min aňardasty biýaka bu öktemgere tutu barar diýen etini gittä bir bäm söwelespepin toýeta kawluska tutulla turar obyektler bu tolselbäkler ol kurduk первый jöpüňe meskul tutulla turar. Onun etinne tabii ki köme bolanmyt üreler bitemenada toýeta kawlus put saydytygar maňa pek kurduk örsüllarga bolgomta hok bolan beýi kolawur kalygla howsulus etip onun te ekreter bitemenada kurduk. И Петрова из Покровска спрашивает, в связи с паводком и его последствиями, будто бы вышел указ президента Республики Саха об отмене крупных республиканских мероприятий, и в том числе проведения национального праздника Исых. Мы не видели этот указ, и правомерен ли такой указ, или это была просто рекомендация? Ну да, я знаю, что есть указ президента о том, чтобы все ресурсы, которые имеет республика, направлять на устранение последствий стихийного бедствия, который случился в нашей республике. И я сегодня еще раз сказал, что сумма ущерба определена 5,8 миллиарда рублей. Это очень большие деньги. Второе, конечно, я говорил о том, что сегодня идет информационный паводок. Любые наши действия, они воспринимают как бы критику, да. И если мы в этот момент будем проводить большие празднества, очень большие успехи, то я не думаю, что федеральный центр эти вещи будет приветствовать. С одной стороны, вроде у них паводок, а с другой стороны, вроде как общенациональный праздник. Поэтому, конечно, в этой связи мы должны с определенной долей понимания отнести к тем мерам, которые предпринимаются правительством. И, конечно, мероприятия, очень большие мероприятия в каком-то виде будут сокращены, и какие-то мероприятия будут переноситься на более поздние сроки. Но, с другой стороны, конечно, мы не должны входить в состояние какого-то вот траура или что. Но жизнь есть жизнь, она идет определенным чередом. И в данной ситуации я думаю, что мы должны мобилизовать свои силы и на сенокос, и на то, чтобы мы посадили вовремя урожай, чтобы потом получить неплохой урожай по итогам. Мы должны позаботиться о том, чтобы наши школьники закончили хорошо учебный год, закончили школы, хорошо поступили бы в высшие учебные, средние специальные учебные заведения. Вы знаете, что сегодня работает специально комиссия в Улусе, общество Хангалас. Я как депутат тоже стараюсь в определенной мере помогать, там направлять консультантов. Сегодня мы работаем по общежитию для того, чтобы наши абитуриенты имели соответствующие условия. Поэтому жизнь продолжается, и я бы очень хотел призвать своих земляков, что
мы должны с пониманием относиться к действиям властей и в том числе призывам, которые сегодня идут, что каждый человек должен принимать участие в устранении последствий этого стихийного бедствия. И я бы хотел обратить ваше внимание на обращение президента, которое прозвучало. И я приветствую то, что завтра будет здесь проводиться телемарафон с участием предприятий, организаций и физических лиц. И сегодня хочу официально заявить, что я как человек, как гражданин, как человек, сопереживающий эту атмосферу и то, что случилось, я хочу в улусное отделение, в улусный специальный счет передать 10 тысяч рублей. И второе, я хочу сказать, что я веду переговоры с республиканским отделением Красного Креста. Вы знаете, Надежда Егоровна Гаврилева, председатель. И я думаю, что мы должны туда передать соответствующие документы, которые рассказывают, что паводок был не только в Ленском улусе, но и в других улусах, и в том числе в Хангаласском улусе. И я думаю, что народ должен к этим вещам относиться с пониманием. И Осипова спрашивает, какая помощь будет оказана Улусу в связи с паводком? И ставите ли вы вопрос о переселении Кытылджуры? Наш телезритель считает, что нужно срочно решить этот вопрос. Ну, значит, насчет переселения Кытылджуры в местность Нюркуну, этот вопрос обсуждался еще после паводка 1998 года. Конечно, население само, значит, принимает участие в этой работе, но в то же время не все хотят как бы переехать на возвышенность, некоторых как бы, ну вот эти красоты, может быть, привлекают или обжитые места. Конечно, значит, противопаводковые мероприятия должны проводиться, мы должны работать с населением для того, чтобы обеспечить безопасность. И второе, то, что касается финансовой поддержки, я думаю, что мы должны совместно с администрацией работать так, чтобы ущерб, который нанесен в результате паводка, мы должны объективно оценить, и все документы, которые необходимо представлять в республиканскую противопаводковую комиссию, которая была вот создана во главе с Александром Константиновичем Акимовым, мы должны вовремя представлять. Я думаю, что помощь должна оказываться всем улусам, ну причем, конечно, пропорционально тому ущербу, который был нанесен. И Иванов спрашивает, в курсе ли вы, как прошла встреча нашего президента с Путиным? Ну, значит, встреча это была не камерной встречей, это была не встреча двух президентов, это было совещание у президента Российской Федерации с участием председателя правительства, различных министров, и там принято было решение об оказании помощи Республике Саха-Якутия. Я думаю, что то, что федеральное правительство приняло специальное постановление, это говорит о многом. Но вопрос второй, чтобы те средства, которые предусмотрены, они должны дойти до нас и, конечно, дойти до людей, которые сегодня пострадали. И должна оказываться адресная помощь, чтобы люди ощутили, что есть у нас государство, Российская Федерация, есть родная республика и есть сограждане. И Александр из Покровска спрашивает, не кажется ли вам, что ситуация вокруг паводка специально нагнетается и используется в политических интересах Центра? И как проводит республика работу со СМИ Российской Федерации? Ну, мы, конечно, должны правильно понимать, что мы не можем указывать центральным средствам массовой информации, какую информацию они могут выпускать в эфир, какую они не могут. Поэтому это дело на совести. Я говорил о том, что помимо водного паводка мы ощущаем информационный паводок, да, и не совсем может быть он объективен. Вы знаете, что были информации, когда шел паводок, что и помимо Ленска затопило и Алюкминск, и затапливает город Якутск, что он будет снесен с лица земли и так далее. Это, мне кажется, не совсем с точки зрения этики даже корректные такие заявления. С другой стороны, конечно, в этот момент, когда республике тяжело, и федеральная власть хочет оказать нам помощь, и это берет какую-то нездоровую интерпретацию, это, мне кажется, во вред. И в этом отношении я думаю, что какая-то тень набрасывается на руководство республики, лично на президенте. Я с этим не согласен.
и как гражданин, и как депутат, что мы в этой ситуации, наоборот, должны быть консолидированы и должны надеяться на искреннюю помощь, а не какую-то вот такую вот, когда идет намек, что вы когда-то говорили о суверенитете, а во время паводка вы обращаетесь в центр. Но мы имеем печальный опыт 98 года, и в то время мы были все как едины, и не было в то время вот такой интерпретации. Мне кажется, что и на этот раз надо оградиться от того, чтобы делать такие комментарии, которые действительно усугубляют отношения даже между людьми. Иногда, мне кажется, здесь какой-то вот идет разграничение людей и по национальному признаку. Мне кажется, что до этого нельзя доводить ситуацию, что мы, независимо от нашей национальности, все находимся в одной лодке, и граждане Республики Саха-Якутия в одинаковой мере зависят от тех мер, которые предпринимаются и руководством республики, и руководством федерального центра. А вообще работа СМИ какая-то проводилась, да, или Тюменем, например? Ну, насчет, значит, СМИ, значит, наши корреспонденты, которые передавали свои информации на российский, на второй канал, мы же видели довольно объективно, с точки зрения того, что на НВК проходит или на каких-то вот определенных передачах, как времена вот Познера, да, ну или вот утренних передачах, вот какая-то вот внутренняя какая-то вот ангажированность чувствуется, какая-то вот злоба или злорадство. Я думаю, что Бог над нами, и мы не должны в этой ситуации как-то быть двуличными, и мы должны сочувствовать людям искренне, и насколько есть возможность помогать, именно помогать, а не разделять людей. Так, следующий вопрос такой. Хангалас общество Тита Рыга Тутуллара сколага көмілігірі болларден. Бұл сколага ксенофонтов атын сүгер, үйбінен қатшынан да болбатар сатыр өйдөбілінен, тылгызынан үскүтінен көмілігірі болларден. Өйдүүбүн ото мен Титарыга хотортаата бу улус баглынгытта Добрянцев Анатолий Анатольевичты бараллыбыппыт, онно муньяктабыппыт. Титары оскота кыджык балайнеты ырахан, онуто Евгения Савина Михайловна кепсети бар, предварительно 1 миллион хоккой береллевита, онуто үле камнас баратурар, онно, конечно, официально билин инвестиционный бюджет, который үпкачы көрүллөден этер олусы ырахан, то дета хотто билин каланда утунгенитен, онно оленине улуска элбак оскола тутулла турарнан хибястян бу Титары онно булгуньяктагы осколатыр бии проблемалар пыппаллар, это эбитинне төктүрө бейканада, төктүргө мес колу тутулуунада, онун отто итинне колоор семзавод өттүттен Алис Сабитович Мамедов өттүттен өйбүл бар, колоор кеннер үлерирге беремнер, конечно, ону инникөттүгөр бии колоор төлүбүр бапурун токуйдуктакпыт, ону несептех быхарылар ылылыктакпыр. У нас звонок в студию. Алло! Алло! Алло, Ага, Хангар. алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здорово. Александр Николаевич. Истебит. Мен паратадия канала диеммин. Сахалин конституцията, Россия конституциясын кытта жа үчүөйдүк хөптүбесте диен үчүөй багайды курдук сананаммыт же боотурумааңар ылы үлелен келбетип болбатта. Конституция тугунан туактааны боппурус көтөгүллүбетага колобур бири боростойнолор оннуга үйдүүбүт. Онтон же бу быйылгаттан ыла аны улу деме конституциянан ылылуу деди. Хакайрын президиена 2 бол жакка талаллар диен. Onun hep boğlat diyen, ona ne barı höbelespittit, norot höbelespite, üddüku organlar barı höbelespitlere. Ondan gibi ühüs bu var bu boğları tuttağına, prezidiyemetin ühüs suru katalıyakka, konstitusiyo bu statiyatın uları tıyakka, diyen tanılı savkanan cebu, hakayırın konstitusiyete bedel bakpuğuna, arasiye kendi yerimi höptü vespet diyen. Tepsen boğa, karıvet boğa, eti boğa olmatta. Eti toğa hitinli diyenlini itabın, iti bir bakpros bollum. Itini kim iti inisiyativelen hikidi konstitusiyana hanatağınayı uları tuturari diyeni itabın. Ani ikkis bakpurun bolla cevurduk. Ulu tabi eski hanatta kanyas no ol. Buybar istemetiye bağır sıyha bağırı ulu. Buybar dağçı barıtı kalerete. Olihin deli dağçı boğu boğalarete. Bilgin bollağına buybar dağçı kahasarı hırıbıtıgar buybar dağçı hübü beş bırıhını tollağına dağına de buybar boğu butuna bağırlar diye.
Nidi hübbe bir birinden kolları hüskehitten hübbe bir hale gelir bolladı. O çoğunu da kanlık demokrasiya kanlık balığı nyade. Söptürühen bir münasiyet. Anıgal İslam'ın yıkalamış bulan törabıt, uluğun törabıt oruyunun en bir hacı kutakın. Bu kendisi kendilerge bu var allakay olak cevabıya oktuk, tuğuktağını kuhahanlık, olak bireme bu manna maltaççı çuvas kelbikinin hidasten yüksü etihi. Oxsus fakkar bu asıl bu var bihi pıppıt. Mena gıdası aldaktı kıttığı kim sağ kıybın. Olihin eti ereyim muğun bilbetin belditten eti etevin yiyin bu John Sarnanyatı kıyış kımı bulan anayı bu vardarı kolabır etiydi pakka olak jolu oyduk iş oydu ki kanada den bağa anavına kaydı oyduğunu. Söp öydötüm. Ata бастакы итиккар этер боллакка bu конституция президенты үһү срокка ыытары реконструкциялана турар диен сана бусыйга сана. Жегинен манна бихи Российская Федерация салытатыттан элбэх ыйыны кәддихнылылары бу Российская Федерация егер барыта бир калып булуктак диен. Оны бутта мен бир сөбелеспетим бар. Билеген жегинен Российская Федерация законодательство тыгар бәтин ис төрүтүгер элбэх бәйвега утарыта туру бар. Ола бетер нючалы юридические вытнанитер буллакка коллизии в законодательстве Российской Федерации очень большие внутри самого законодательства. И кихинен бу беги Российская Федерация Конституциятын бары вастыктаппыт, бары тутуктаппыт. Мы должны все уважать Конституцию Российской Федерации, начиная от федерального центра и кончая субъектами Российской Федерации. Но почему со стороны федерального центра допускается нарушение Конституции Российской Федерации? Где записано в Конституции Российской Федерации, что у нас есть федеральные округа, что там должны быть полномочные представители президента, которые должны надзирать над законодательными представительными органами субъектов Федерации? Такого же нет. Второе. Где записано в Конституции Российской Федерации, что должен создаваться Государственный совет в виде консультативного органа. Сегодня принят закон о новом принципе формирования Совета Федерации, который в какой-то мере тоже ущемляет права субъектов. Поэтому я считаю и хочу сказать, что последние меры, которые предпринимаются федеральным руководством, ведут к унитаризации российского государства. И с этим согласиться мы не можем. И говорить о том, что сегодня мы приводим в соответствие Конституции ради третьего срока, это неправильное понимание, потому что вопросы, которые сегодня требуют приведения в соответствие, это именно вопросы собственности и суверенитета. И те бастакы коловар энетигер эби чопчулан этемете бу президенты үхүс срока гитары бу конституцияны улар тахтахан диен ити сыйхойдубил. Итинне би коловар суверенитет по прогар бәвит байбытыгар долбутугар бас биливитер элбак попростар өспиллер. Оны гытта бартыгар сөбилеген ер кыяк суак. Икенен бу быйбарга 9 сүтбе 5 быргынере кеһи кыттар болланы бу быйбар болла ден агылар. Келем биреме, конечно, бу жон активна келем биреме түһүтө бар. Хептет не бихи колор урукку курдук хевеске биреме тотогон 9 быргын келер этибит быйбарга оны то кандидатуралар бут альтернативный инден соқ была. Те бир кандидатура бар, но то шуйдык йөрөк ото муньяктан баран оны келеме быйбарды этибит. Келем биреме альтернативный быйбардар эме Кос жайылар элбек, колор Джон Бэйвейтер өстүһүтэ диен, колор быйбарга эм миин утарыллабытын, оннук миин утарыллабыт боллакка эм мехостяк болан диен. Жигинен те чичас быйы. Мен колор бэм быйбарга элбекте кыттыбы кевин, олгынама кахандааны бу миин утары үлеләбит жону эхе кугаган жоңут олихин миин утарыллабыт киткен кеме кадетеликпин, тоодие такка мен политик кихибытын өйдүктәкпин, колор кене миин утары бүгүнләбыт боллаана багар аныскы быйбарга мен туспорулеринсин. Иккенен бо бүгүн мен туспорулебе ки багар аныскы быйбарга атын кету көрүлеринсин. Ол эбетер ки мнение такан бар уларыя турар, ки ким кемекөлелире ол бәтин жылата, олгынан барым бири чөпчулан белетимете быйбар кенттен бәйбәга өстүһен, бәйбәне союлахы болоксыйга. Онон мен магын депутаттары да гытты көсүберетен турабын, бу улуста мунья депутаттары ки вопрос кеме үлелехтәктәр, багылы кеме үлелехтәк бары бир келим боламыт улус бутту көрелехтәк, бит очары результат бар булу. Отта кайдыган үлелер боллак бутна 19 менчетин бегине бу маннык ырахан балыгына киллере туру денетен тур. Александр Николаевич, у нас время в прямом эфире истекает, потому я попрошу вас кратко отвечать. Как вы оцениваете начало деятельности Путина?
Тезисно, если можно. Начать. Как вы оцениваете начало деятельности Путина? В общем, Ну, деятельность. мы знаем, что прошел год с момента инаугурации президента Российской Федерации, нового президента. Ну, за этот период я согласен с тезисом, что вообще должна быть диктатура закона. Но в то же время, когда идут перекосы в этом законе или нарушения со стороны самого федерального центра, мне это непонятно. Поэтому вот как депутат я на прошедшей сессии выступил с инициативой, чтобы мы обратились в Конституционный суд Российской Федерации на предмет соответствия федерального закона об общих принципах организации законодательной и исполнительной ветви власти в субъектах Российской Федерации, когда говорится о распуске законодательных собраний субъектов или об отстранении высшего должностного лица. Я считаю, что это неправильно, недопустимо, и это является нарушением Конституции Российской Федерации. С другой стороны, мне импонирует в том, что деятельность президента распространяется не только на Российскую Федерацию, он очень активно действует на международной арене, он выступает за многополярный мир. Я считаю, что эти действия российского президента мы должны приветствовать, чтобы у нас не было какой-то диктата или монополии одного государства, допустим, Соединенных Штатов Америки. И в этой связи я бы хотел, чтобы международный миропорядок, который сегодня есть, он бы сохранял баланс, чтобы были взаимно уважительные отношения между различными государствами, чтобы не было кризиса между Палестиной и Израилем, потому что все это взрывоопасно, то, что происходит сегодня на Балканах, и то, что сегодня происходит внутри Российской Федерации, это настораживает, когда мы ведем боевые действия в Чеченской Республике и не видим конца вообще наведению конституционного порядка. И я думаю, что многие вопросы можно решать мирным путем, и я бы призвал, чтобы вообще Российская Федерация оставалась именно Российской Федерацией, а не превращалась в какое-то вот унитарное государство, что любой перегиб, он может вызвать обратную реакцию, потому что мы должны учитывать, что у нас есть и национальные республики, и есть специфические территории, и которые мы должны уважать. И право народов на самоопределение – это исконное право, и это право, оно защищаемое международным законодательством. Поэтому я не думаю, что в одностороннем порядке можно только теснить, а этот процесс должен быть взаимоприемлемым. Если мы сегодня хотим проводить какую-то реформу в законодательстве, то надо проводить реформу и по поправкам Конституции Российской Федерации, в самой Конституции. Поэтому эту работу тоже надо проводить. И в завершение такой вопрос. Если депутаты Ильтюмен не могут решить какие-то вопросы, в частности по третьему сроку президента, почему бы эти вопросы не вынести на всенародное обсуждение на референдум? Вот это возможно провести или нет? Да, я думаю, что здесь инициатива должна исходить и снизу, в том числе и от населения. Население может быть инициатором любого вопроса по проведению того или иного референдума. И инициативная группа должна быть зарегистрирована, она должна дать заявку Центральной избирательной комиссии, что хочет провести по тому или иному вопросу референдум. А что касается парламента, что если он не может какие-то вопросы решить сам, то он бы выносил эти вопросы на референдум, я думаю, что это вполне правомерный вопрос. И я как депутат вот одним из главных вопросов считаю принятие новой конституции, которая учитывала бы сегодняшние реалии и соответствовала требованиям, ну, по основной части защищала бы интересы нашей республики. Поэтому я считаю, что сегодня от консолидации, от общих усилий, от того, что мы начнем понимать друг друга, очень многое зависит. Сегодня мы должны отойти от взаимных обвинений, будь то между различными ветвями власти, ведь разделение властей это не говорит о противоречии между ветвями власти. Мы должны проводить общую работу, но каждый должен заниматься своим делом. Законодательный орган должен заниматься законами, то есть своей функцией, исполнительный орган должен выполнять, но в то же время у нас вообще верховная власть, то есть высшая власть в Республике Саха-Якутия должна действовать единым кулаком. Только тогда мы будем чувствовать, и граждане республики будут чувствовать, что у нас есть власть. Поэтому в первую очередь у нас должно быть уважение к властям, должно быть чувство субординации, что есть власть на уровне Российской Федерации, республики и на уровне улусов. Тогда у нас будет порядок. То есть мы все должны законопослушными гражданами быть. И вообще вот обсуждение общенародное можно провести будет, да?
Вот как вы считаете? Ну, По всем тем вопросам, которые вот сейчас тревожат республику. да, которые вот обозначены, я думаю, что средства массовой информации, в том числе устного уровня, должны активно проводить эту работу. То, что мы сегодня провели, вот этот вечер вопросов и ответов, пусть это будет началом такой активной дискуссии, и такую дискуссию надо проводить на страницах нашей устной газеты. Я думаю, что это действительно люди должны выражать свое мнение, высказывать свои вопросы. Вот сегодня я очень рад тому, что вопросы были в прямом эфире, и они без всяких искажений доходили до меня, и я насколько способен и насколько понимаю данный вопрос, старался вам дать честные ответы, и я удовлетворен именно тем, что мы сегодня могли поговорить на чистоту. Спасибо, Александр Николаевич. А вас, уважаемые телезрители, мы благодарим за участие в нашем сегодняшнем разговоре. До свидания и всего вам доброго.